Народная кухня. Всем привет, дорогие наши телезрители и подписчики! Вы смотрите программу «Народная кухня», и мы в гостях у Юрия Тудупова. Приветствую, Юрий! Сегодня мы, дорогие наши телезрители, будем готовить настоящие бурятские бузы. Большое спасибо, что вы пригласили нас сюда. А именно, я вижу здесь, это юрта. Вы сделали когда, в каком году? В декабре месяце 2019 году я сделал проект сам, лично. У нас цвет, и заметили, цвет у нас какой здесь? В основном преобладает бордовый и вот оранжевый, да? И это цвет буддизма. Как вы попали в Якутию, в Якутск? Что вас побудило сюда приехать? Мама здесь находилась, а я находился там, в Агинском, Бурятском автономном округе, это Читинской области. Я родом оттуда, а мама здесь жила и работала. Отслужив в армии, уже переехал к матери. Познакомился с супругой я здесь, в Якутске. Она сама саха, родом с Вилюйска. Дети у меня, получается, как говорят, сахабуры. Это говорит о том, что саха бурят. Юрий, я вас прерываю. Я бы хотел увидеть своими глазами и сам тоже поучаствовать в бурятском танце. Возможно? Да, возможно. Как называется правильно? Танец у бурят называется йохар. Йохар. Я приглашаю сюда Владимира и Надежду Байполовых. Они покажут, как танцевать йохар. Отлично. Йохар, йохар, наданда, это наша за душу, энкела ясла. Йохар, наданда, это наша за душу, энкела ясла. Йохар, наданда, это наша за душу, энкела ясла. Вот расскажите, пожалуйста, вы сюда прилетели первый раз в Якутск. Ваше впечатление, Надежда? Мы приехали из Республики Бурятии. Приехали к дочери. Да, Якутск очень красивый город. Люди очень доброжелательные. Но зима была очень суровая. Да. Ровно попали. Мы думали, всегда так у вас бывает. Вообще 60 градусов вообще. Говори, ничего, вот так будем делать. Ну вот мы живем в Кяхтинском районе, село Хилгантуй. Вот мой муж добавит, чем богато наше село. Нашу родину. Так, Владимир? Я хочу сказать пару слов только. Буддизм вот это зародился в нашем селе, именно где мы живем там. Мы живем на границе с Монголией, рядом там. В 2018 году нынешний 24-й пандит Хамад Амбайшеев построил вот этот сейчас нынешний храм, сейчас, который стоит в нашем селе, возродил вот это. Вот святыни места. Все приезжают, кому какие грехи, туда молятся. Все грехи исчезают сразу. И еще у нас есть там хорошее место, называется Аренрая был. В мире такого нету места. Хочу вам спеть песню на бурятском языке «Жиде». «Жиде» — это значит матери. Посвящаем матери эту песню. Да. Эней хедел хедер, эхин буян сегнешгui, эхин долан нюдетхо, дерею мангабехагui. Амырмында хундутан худут. Добрый день, дорогие друзья! Сегодня я хочу вас познакомить с нашим главным бурятским национальным блюдом – бузы. Бузы в переводе означает «мясо, завернутое в тесто». Бузы готовят по большим праздникам, на свадьбы, юбилеи. Сагалха – это особый наш праздник, праздник белого месяца, Новый год по восточному календарю. История буз уходит в далекое прошлое и окутана легендами. Они сродни китайским баадзи, кавказским хинкали и тюркским мангтам. Хочу поделиться рецептурой приготовления буз. Тесто должно быть эластичное, чтобы наши бузы в процессе изготовления, при варке не лопнули, чтобы сохранился у них самый главный сок – это бульон.
Раньше бузы делали из мяса верблюда, козла, коровы, барана. Но сейчас в современной интерпретации делают из отборной говядины и свинины. И вот я хочу показать вам, каким образом делаются бузы. Вот положили мясо, фарш и начинаем лепить нашу бузу. По форме буза напоминает юрту. Но сейчас, конечно, у современной бузы защипом не 33. Но раньше опытность хозяйки определяли по количеству защипов. Чем больше защипов, тем большим мастерством обладала хозяйка. И вот у нас получилась буза. Всем привет. Да, я был за кадром, сейчас я в кадре. И Елена мне покажет мастер-класс. Так, берем скалку в руки и начинаем раскатывать тесто. Да. Сейчас мама посмотрит на меня и скажет: вот, молодец, теперь будешь сам все делать, Да. готовить. Отлично получается. Должны вот края, чтобы у нас не толстые, да. От центра идем к краям, да. Краям. И по форме она должна у нас круглая получиться. Давайте я вам положу мясо. Смотрите, сколько мяса, Очень много мяса. Ай-яй-яй. Главная начинка. Да. Так, Ребят, положили смотрите. мясо. Тут у нас свинина, говядина, лук, соль, перец. И не забываем 33, да? подкручивать. 33 раза. Да. У меня всего лишь 12 пока. Так, посмотрим, что у вас там получается. Ну, у меня вот как-то Ну, так. да, у вас Покажите, да. Ну, это я так. для Первый раз. первого раза это очень хорошо. Мастерство с каждым разом будет улучшаться. Ну, надо Будете чувствовать, тренироваться. надо, да. Да, будете тренироваться, и у вас все получится. Там взгляд придавливать надо. Запоминайте эту бузу. Да, нужно ее приготовить. Приготовь, попробовать. и я угощу, получается, сам себя. Да. Что это такое? Давайте я вам покажу поближе. Что это? Это нагом сэ, зеленый чай. Это очень полезный наш национальный напиток. Издревле наши предки его употребляли, готовили с молоком. Он очень питательный и полезный. Свежие бузы мы готовим 20 минут. Например, фарш у нас на данный момент не замороженный. Варим их 20 минут. А замороженные 20-25 минут. 입니 사드롱과 흐르다 이거 양라느라 서듬너 살르롱마이 선나르와 저장을라늘 Вот у нас игра Как называется игра, Юрий? «Поймай бузу». Поймай бузу. Вот они, две маленькие бузы. Вот дается 10 попыток, но можно хоть сколько дать, 15. И вот из 10 раз, кто больше поймает, тот и выиграл приз бузу, уже настоящую. Победитель будет тот, кто из 10 раз больше всех поймает. Ну, поняли, да? Ух. Смысл. Ну что, начинаем? Сколько поймаешь, столько и съешь. Ох, как же мне повезет. Ну что, 10 попыток. Хоп. Раз. Два. Три. 4. 5. Одна есть. Да, есть. 6. 7. 3 позы. 8. 4 позы. 9. 10. 5 штук. 5 поз выиграл. Да. Кстати, 5 поз – это хороший обед получается. Ну, хорошо. Хороший обед. Потому что бузы, они на самом деле большие. Буза 80 грамм весит. Это, считай, 5 боз, это у полкилограмма. Сколько? 80 грамм? 80 грамм. Так, считаем. Считаем. Ну-ка. Ну, Юрий, я- мастерство, тренировался здесь много. Вот. Одна поза. 2. 3. 4. 2 позы. Опа. 5. 6.
3 бузы. 7, 4 бузы. 8, не считаю. 5 буз. Опа. И последний. 10, ух ты, 6 буз. 6 бус. Ну, вот так вот, ребята. Я просто еще голоднее, чем он. Победила почти дружба. И у нас в общем получается 11 бус. Вот это Сейчас они да. готовятся, кстати. И мы попробуем? Да, мы попробуем бузы. Я вас научу, как их есть. Хорошо. Юрий, как правильно есть бузы? Да, бузы – национальная визитная карточка бурятского народа и монгольского. Едятся руками. Надкусывается край бузы. Вот, видите? Надкусывается. Сейчас я продемонстрирую. Так как внутри находится горячий бульон, надо осторожнее. Это самое главное в бузе – это бульон. Сперва выпивается бульон. Вот, берем, надкусываем. Вот сочный бульон внутри. И начинаем уже есть бузу. Так, Юрий, вы мне показали, как правильно есть. Сначала надкусываю. Надкусываешь. Там внутри бульон. Вот Выпивай. есть. А теперь выпиваю. Вот так переворачивай. О, вот это да. Вот бульон – это самое главное у бурят. Да. Потом все остальное. То есть некоторые Можно и буряты... не есть, да? Но некоторые буряты едят без хлеба, многие. Потому что как бы тесто – это уже хлеб. Ну да. Мясо с хлебом. Вообще буза – это индивидуальное блюдо. Ты сытные? Оно сытное. Его уже буза, когда едят, уже супы даже не едят. Она очень сытная. Мне тоже. Юрий, очень вкусно. Большое спасибо вам. И, конечно же, хотелось бы телезрителям и нашим подписчикам сказать, что приходите, пробуйте бурятские бузы. Ну и большое спасибо всем, кто здесь присутствовал, помогал нам. Это Юрий, Елена, Надежда и Владимир. Узелтре БРТ!